Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 28 августа 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Карта дня – гора. Что будет помогать – кольцо. Что будет мешать – коса. Это отношения, работа, финансы, здоровье и итог дня. Карты говорят, что сегодня будет очень важный день, потому что карта гора обычно выпадает тогда, когда или у нас цели какие-то высокие на сегодня планы, да, или, может быть, мы общаемся с какими-то людьми очень значимыми, от которых зависит решение важных для нас вопросов. Это может быть какие-то препятствия значимые, или это общение с человеком, который может что-то сделать невозможным для нас, да, запретить или еще что-то вот в этом роде. Вот. Карта говорит о том, что сегодня нужно будет собрать как бы все силы воедино, да, и вот действовать в таком вот собранном состоянии для того, чтобы все вопросы, все дела сегодня решались. Также может быть сегодня задержка каких-то сделок, может быть здесь будет нужно ждать какого-то времени, какого-то часа, да, для того, чтобы вот сделку какую-то совершить, и вам будет это сложно. Или, может быть, нужно будет разрешение от кого-то получить. Может быть, сегодня даже и отказ от сделки, может быть, вы сами откажетесь, если поймете, что что-то вам не нравится, не подходит, да. Или, может быть, человек, который с вами хотел заключать сделку, да, он тоже может как-то себя повести, как бы, может, неадекватно, да, или на время отложить сделку. А также карта говорит о том, что может быть какая-то труднопреодолимая ситуация, которая зависит от, ну, не от нас, скажем так. Вот. Что еще по карте гора может быть? Может быть, сегодня будет необходимость как-то изолироваться от других людей, подумать о чем-то важном, решить какие-то важные работы, может быть, важные вопросы, может быть, что-то запланировать, может быть, подумать о том, что есть какие-то люди, которые могут нам помочь в решении наших вопросов, да, в достижении целей. В общем, карта, знаете, такого вот, ну, довольно-таки непростого дня, когда нужно решать какие-то важные вопросы, и, может быть, иногда будет сложно принять чей-то отказ, чье-то нет, или, может быть, будут люди, которые будут все время отрицать то, что они причастны, допустим, к какой-то ситуации, да, а вы точно знаете, что вот они говорят неправду, да, и ничего с этим сделать не можете. В общем, какие-то такие ситуации довольно-таки сложные, когда трудно здесь преодолеть, да. Если же вы заранее были готовы к ситуации, если вы уже много времени потратили на сделку, то тогда наоборот у вас все очень хорошо здесь пройдет, да, и вы легко как бы закончите, да, подведете итог, потому что карта кольцо, она как раз и говорит о том, что как бы сделка будет совершена какая-то важная, крупная, допустим, если это по поводу недвижимости, может быть, вы долго собирали там документы, долго готовились, то тогда это отличный день для того, чтобы эту сделку совершить. Или, допустим, там в бизнесе, где-то в работе вы собирали какое-то большое количество документов, разрешений, и вот сегодня тогда уже есть возможность все решить. А также карта кольцо говорит о том, что будет помогать, да, вот у нас все вот эти трудности решить. Ну, во-первых, будет помогать взаимодействие с другими людьми, с нужными людьми, связи будут важны, да. А также карта говорит о том, что можно обращаться за помощью к супругам, да, к семье. Еще карта говорит о том, что, может быть, нужно какие-то новые избирать возможности, да, если, допустим, не получается что-то сделать так, как запланировали, может быть, нужно как-то по-новому предложить человеку, да, или с кем вы имеете дело, по-новому как-то решить вопрос.
Также карта говорит о том, что, может быть, можно заплатить за решение какого-то вопроса. Но в любом случае, вот карта кольцо – это все-таки карта соглашения и сделки. Это карта каких-то отношений, когда мы берем на себя обязательства, и другой человек берет на себя обязательства. То есть здесь все-таки можно вопрос решить сложный, да, но обязательно подойти к этому как-то по-особому, через других людей, скажем так, да, уладить этот вопрос. Ну, кстати, вот эта карта отрицательного ответа часто бывает, а это карта положительного ответа. То есть они рядом говорят о том, что если что-то не ладится, кто-то с вами не согласен или вы не можете договориться, найдите людей, которые могут повлиять на этого человека. Либо найдите слова, найдите предложения нужные, которые могут помочь изменить его решение. Что будет мешать? Карта коса. Будет мешать любая резкость, будет мешать, знаете, желание сдаться, закончить ситуацию, не решив вопрос. В отношениях выпадает карта всадник, а здесь какие-то новые могут быть отношения. Может быть, новые люди появляются сегодня, какие-то события меняются, новости приходят, перемены. Давайте посмотрим, чего больше это касается. Больше всего это касается каких-то сложностей. Вот у вас появились какие-то сложности в отношениях, да, и появляются все возможности для того, чтобы их решить. Для тех, кто в поиске партнера, карта Аист. Но для вас тут напрямую карта говорит о том, что вы можете встретить свою пару, да, появится человек, причем неожиданно, с которым вы можете построить отношения. Для тех, кто в паре, карта Перекресток. Но здесь, скорее всего, какая-то действительно трудная для вас двоих ситуация, и появляется новый человек или новая возможность для того, чтобы решить вашу, допустим, там, ваш конфликт или ваши проблемы в отношениях, или, может быть, проблемы даже материального характера, потому что здесь у нас вот карта намекает на то, что у нас именно с финансами проблема может быть. А также еще карта говорит, что может кто-то помочь вам в решении ваших дел. Какой-то, может быть, человек, да, может быть, вы сами можете обратиться, а может быть, человек как бы появится на вашем горизонте, да, и предложит помощь. Также карта говорит о том, что будет несколько возможностей решить ваш вопрос. И нужно сделать выбор, причем не задерживать. Для тех, кто в ссоре, карта Лилия – это карта мира. Вы обязательно помиритесь. Какие-то новые обстоятельства возникнут и помиритесь. Для работы выпадает карта женщины. Хочу дополнительную карту сразу достать. Ребенок. Да? То есть карты говорят о том, что у вас на работе будет какая-то ситуация, может быть, когда потребуется понимание, допустим, руководства, да, может быть, будет какой-то вопрос, когда вы не можете что-то решить самостоятельно, да, и вам потребуется помощь, и коллектив, руководство пойдут вам навстречу, поддержат и так далее. То есть карта также может говорить о том, что если вот особенно вы женщина, да, то, может быть, вы будете сегодня дома со своими детьми, с семьей, да, сегодня, может быть, не рабочий для вас день. Может быть, это будет за свой счет день, или, может быть, это день из отпуска, в общем, что-то такое, да. Но если же вы на работе, то вы будете себя чувствовать там как дома, о вас будут заботиться, все ваши вопросы будут решаться и так далее. Для тех, кто в поиске работы, карта Корабль. Изменения в вашем положении происходят. Действительно, здесь вы можете найти работу, которая вам очень подходит. Может быть, она будет связана с командировками, с разъездами, или нужно будет переехать на новое место, чтобы работать, да, или, может быть, далеко от дома, и здесь придется тоже что-то решать. Здесь меняется все в вашей жизни, меняется там люди, с которыми вы общаетесь, ваши привычки, как вы организуете свой день, все меняется сегодня, и к лучшему, конечно же. А для тех, у кого есть работа, уже карта Солнца, замечательная карта успеха, да, во всем. Когда мы очень довольны тем, что получается, когда мы привлекаем к себе внимание, нас хвалят, нас поддерживают, репутация наша растет.
И вообще, в принципе, карта говорит о том, что мы и знали, что у нас сегодня будет такой день удачный. Мы либо много уже вложились заранее, да, или, может быть, просто как интуиция нам подсказывала, что сегодня будет такой успешный день. Вот за что бы мы ни взялись. Для тех, кто своим делом занимается. Здесь карта «Дом» выпадает. Также, может быть, вы сегодня не захотите участвовать в рабочем процессе, может быть, захотите отдохнуть, побыть с семьей, может, какие-то важные семейные дела, а может быть, это семейный бизнес, да, может быть, если у вас уже семейный бизнес, значит, будет что-то важное в делах происходить, успех какой-то ваш общий, да. Если же у вас не было семейного бизнеса, может быть, об этом стоит подумать, может быть, привлечь именно в ваше дело, да, и вашего супруга, может быть, детей, у кого они уже выросли, да, или, может быть, родители, да, в общем, здесь вот семейный бизнес было бы очень удачно. Либо вы просто сегодня отдыхаете, тратите деньги на дом. Также карта говорит о том, что могут быть решены вопросы с недвижимостью, покупкой, продажей сегодня. Может быть, офис захотите продать или купить. Может быть, как недвижимость это тоже будет проигрываться. Для финансов выпала карта «Змея». Это значит, что в финансах нужно действовать очень осторожно. Может быть обман, может быть какая-то манипуляция, мошенничество, да. В общем, здесь нужно быть осторожными. Для тех, кто на зарплате, карта «Ключ». Какой-то сложный вопрос решится с деньгами, с финансами. Или, может быть, вам скажут, что скоро вы получите деньги свои, да, вот те, что заработали. Для тех, кто зарабатывает своим делом, карта «Лиса» выпадает. Это как бы еще раз подтверждение того, что могут быть какие-то махинации, манипуляции. Если вам предлагают какое-то финансовое предприятие, которое не совсем законно, ни в коем случае не соглашайтесь, иначе здесь может быть большая проблема. Вот это вот карта хорошая для тех, кто вот каждый день зарабатывает определенную сумму, да, и и действует по закону, скажем так. Вот, тогда здесь все в порядке с финансами будет, может прибыль приходить по профессии, да, вот по делу, по вашему. Но если же здесь какие-то манипуляции, то тут могут быть сложности большие. Для здоровья выпадает карта «Сад», и нужно сегодня найти время для того, чтобы побыть в одиночестве, да, как-то уединиться, отдохнуть от общения, потому что вот для здоровья, для вашего это необходимо. Для окончания дня карта «Башня». Во-первых, решатся какие-то важные дела, может быть, появятся какие-то связи за день, может быть, вы решите какой-то очень важный вопрос или укрепится ваша самооценка. В общем, карта, когда мы вот с таким вот, с гордостью, что ли, вспоминаем то, что сегодня происходило, да, потому что мы проявили себя вот самым лучшим образом. Друзья, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, желаю, чтобы этот день вас порадовал. Всего вам доброго, до новых встреч.